Мы рады приветствовать всех наших телезрителей в эфире передача «Просто вкусно». Да, действительно, это не Петр Ципандин, это Руслан Ачиров. Дело в том, что мы сейчас находимся в прекрасном городе Ленск, и Петр по причинам некоторым, да, ему нужно было вылететь в город Якутск, поэтому я его заменяю. Но я думаю, что самое главное это блюдо, это наши гости. Все это будет сегодня в нашем выпуске. И хотелось бы, конечно, поблагодарить, во-первых, представить отца Анатолия и поблагодарить за то, что согласились принять участие в нашей телепередаче, несмотря на то, что сейчас идет Великий пост. И его друг, это Константин Афиногенович Максимов. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Ну что, наверное, вначале мы поговорим о блюде. Что мы будем сегодня готовить? Ну, вы, наверное, знаете, что у православных христиан сейчас Великий пост. Это самое строгое время в году в плане ограничений на пищу. То есть мы все постимся, православные христиане, пост длинный, но со времени этого поста великого, он почти 2 месяца идет, вместе со Страстной неделей, у нас есть дни праздников особых, когда пост немножко ослабляется. А вот Великим постом мы не вкушаем ни мясо, ни молочные продукты, и рыбу не едим Великим постом. Но у нас скоро будет праздник Благовещения, и мы решили к Благовещению приготовить такое очень хорошее вкусное блюдо, жареную рыбу с брусникой и вареный рис с пастой баба-гануш. Вот такое сочетание нашей якутской еды и арабской. Я думаю, что это будет очень вкусно. Давайте приступим. Ну, давайте. С чего мы начинаем? Наши ингредиенты. Ну, я думаю, что дольше всего у нас это будут ингредиенты. Это рыба, наша северная муксун, брусника, тоже наша брусника, естественно, соль, перец, рис, обычный промытый рис, который мы будем сейчас варить. И для пасты баба-гануш мы берем тахину, или еще по-другому называют тахино. Это кунжутная паста. Еще она такая сырая, не приготовленная, то есть там без всяких добавок. Я сразу рекомендую ее готовить в маленьких количествах, потому что когда тахина в баночке хранится в виде просто перемолотого кунжута, то она хранится очень долго, месяцами не портится. Только достаточно добавить в нее все ингредиенты, она хранится всего лишь несколько дней и портится. Уже много ее готовить не нужно, то есть с запасом. Для того, чтобы нам тахина получилась нормальная, полноценная, нам необходимо лимон, чеснок, соль, перец, вода и оливковое. Обязательно не растительное, а не подсолнечное, а обязательно оливковое масло. Вот. Ну, в принципе, все. Мы, наверное, сейчас начнем. И для пасты баба-гануш нам нужно еще обязательно синенькие. Я не знаю, может, кабачок можно попробовать, но я из кабачка ни разу не пробовал. Но вот и синенького получается очень хорошо. Синенький это? Баклажан. Баклажан. Да, это в простонародье синенький называют. Но на самом деле синенький, если вы смотритесь. Но баба-гануш это очень распространенное на Востоке блюдо. Да, как раз хотел спросить про это блюдо поподробнее. В общем, на Востоке мяса не очень много едят. И там очень разнообразная пища, связанная вот с растительной пищей. Мы когда в паломнические поездки ездили в Израиль, я очень люблю эту арабскую кухню. Вот, питу, там, в общем, филафели и другие вещи. Ну, вот мы оттуда привезли вот эту привычку Великим постом готовить как раз вот эту пасту баба-гануш или тахину. Знаете, вот вообще раньше Великим постом в каждой семье были свои традиции. Вот, у русских до революции на Благовещение готовили кулебяку с рыбой. Сейчас вообще мало кто знает, что такое кулебяка, наверное, в каждом ресторане смогут приготовить. Кто-то готовил специальные блины там, на гречичной муке, кто-то готовил там еще какие-то блюда. То есть эти традиции они сохранились в семье из поколения в поколение. И вот у нас родилась новая своя традиция, мы в пост обычно едим тахина. То есть в другое время как-то его не готовим, как нет необходимости, пища более разнообразная. А здесь и витаминные, и вкусные, и добавлять можно, и отдельно можно есть, и на хлеб мазать, и как пасту использовать, как приправу к гречке, к рису, к макаронам, к чему угодно. Уже не терпится приступить, да, побыстрее попробовать это прекрасное блюдо. Давайте начнем и в ходе действия будем общаться и Ну, давайте мы начнем с самого долгого приготовления. У нас рыба будет больше всего готовиться и запекаться будет баклажан. Значит, я сейчас свою часть расскажу, потом Константин. Берем вот баклажан, заворачиваем в обычную фольгу пищевую, которой пользуются все хозяйки нашей страны, да не только нашей страны, и готовим их к запеканию.
Рыбу и баклажан мы будем одновременно, значит, запекать. Вот. Я почему-то немножко волнуюсь. Ну, не волнуйтесь. Наверное, я просто ни разу вас не кормил. Да, поэтому мне как-то вот так. Так, Константин, давай дальше ты. С рыбой Для меня занимайся. тоже сегодня дебют. Я впервые веду передачу «Просто вкусно». И тогда вы меня понимаете. Да, я вас тоже понимаю. Да, Константин, давайте тогда расскажите про рыбу. И можно, наверное, приступить уже к готовке. Ну, как заядлый рыбак, Мгм. я любитель готовить рыбу, ну, вот так быстро, и вкусно. Ну, сейчас надо ее почистить, Да, посолить, да, поперчить. можем прямо все в процессе. Все Так. это когда пойду почищу. Ага. Видите, у меня проще, по-арабски Да. все очень быстро. Вот я уже готов к тому, чтобы запекать. Поэтому вот я пока свой баклажан кладу, жду Константина. Хорошо. Так, ну я могу дальше, в принципе, и рассказывать, можем, и, да, мы можем уже и что-то рассказывать, в процессе делать. и показывать. Так, Так, вот. значит, для того, чтобы приготовить пасту, сейчас первую часть бабагануши мы готовим, тахину, мы берем с вами кунжутную пасту. Это, ну, когда-то было экзотическим блюдом, сейчас доступно в магазинах, продается, в интернете можно выписать в довольно больших количествах. Доступно такое ведерко стоит 400 рублей, хватает его надолго. Значит, мы берем такую, в общем, ведерочко с тахиной, наполняем емкость для миксера, чтобы взбить. Ну, на самом деле для меня это тоже новая вот паста. Даже не знал, что такое. Очень вкусная, полезная. Здесь очень много кальция, калия. Говорят, эта штука профилактирует раковые заболевания даже. Но это недавно прочитал в интернете. Значит, берем мы тахину. Это экзотическое блюдо, которое здесь у нас даже в Якутии становится более популярным все. Берем оливковое масло. Я, честно говоря, все на глаз делаю. Ну, сейчас попробую как бы дозировки эти все. Вот на этот объем я беру примерно 1,5-2 ложки оливкового Объем у масла. нас где-то 200 миллилитров, да? Да, там это- что там написано? Это унции Унции, да? с этой стороны. Так, кто сможет унции и миллилитры посчитать Ну, быстренько? я думаю, сейчас. Не сможете? Нет, это миллилитры. Миллилитры, да? Всё, Ну, правильно. все. Там держим. Тогда хорошо. Так, 200 миллилитров. Примерно 1,5-2 ложки оливкового масла мы кладем. Мгм. Ну, честно говоря, я потом пробую, и если что-то не хватает или мне не нравится, докладываю. Я думаю, да. Так, потом мы с вами берем обычный наш якутский лимон. Выжимаем примерно, ну, треть лимона. Так вот, насколько сможете выжать. Ну, тоже все зависит от того, насколько рука сильная. Мгм. Я больше, допустим, выжму там, кто-то еще больше, кто-то меньше. Ну, примерно объем понимаете, да? Мгм. Так, половину. Все очень лимона просто, у нас. да. Мгм. Да. Еще, видите, осталось. Можно для чая, Можно для чая да, использовать, да. Хотел сказать так Да, же. для как чая использовать. Соль кладем тоже точно так же по вкусу. По вкусу соль кладем. Так, я боюсь сейчас не переборщить. Ну, соль это такая вещь, которую можно потом добавить. Ее лучше много не класть. Мгм. Потом можно добавить, если что, не хватает. Соль крупная. Скажите, вот, ну, хотел задать вопрос, да, как вы пришли к священнослужительству? То есть, мне Дмитрий Аргунов, это ваш однокурсник, я узнал, Мгм. он сказал, что вы, получается, учитесь на историко-юридическом факультете. Вообще у меня 2 светских образования высших. Я закончил исторический факультет на ИГУ и потом получил еще юридическое образование высшее. Вот. Учился на ИСФАКе, да. Более того, у нас ИСФАК это была кузница кадров для партной номенклатуры. Руслан, мне кажется, нам пора вернуться к нашей рыбе, потому что Константин уже ее приготовил. Мгм. Так, давайте. Константин, неси Вот, красавицу. да, рыбу не просто приготовил, а рыбу еще нужно всегда разделывать с горба, С хребта. с хребта. То есть вы первый надрез... Супер. Точно, вы Мгм. обратите внимание, друзья, да, на самом деле для меня сейчас открытие. То есть Ну, мы что- вскрываем не брюхо, а по хребту. Да, Это соль? Потому что тут самый жир. Это соль, это перец. Вот, Смотри, это соль, это перец. Соль крупная. Мгм. Вот, ну, теперь это все потихонечку подсолим. То есть в брюшке находится много жира, который Да. можно потерять во время разделывания Всё традиционным всё правильно. способом.
там посолить, поперчить чуть-чуть. Телина. А. Так, потом самый главный ингредиент это брусника. Наша якутская брусника, еще скажи. Якутская брусника, которую сам лично я собирал. В Ленске много брусники растет? Да. Ну, тоже места знать надо. Так вот. Раз, мы ее так вот запечатываем. Мгм. И сверху сейчас еще маленько подсунем. Вообще, как в Ленске вот ягоды, грибы? Ну, мы с Костей, кроме того, что являемся друзьями, мы с ним напарники по лесу. Это тот, кто ездит на постоянной основе в лес, на охоту или на рыбалку. Они прекрасно знают, что напарник это даже, наверное, где-то ближе, чем друг. Потому что в лес, если ты сходишь с человеком, в котором будет некомфортно, ты второй раз уже с ним не пойдешь в лес. Вот, там, и не только сложно, не только изолированно, еще и бывает и как-то тяжело и опасно. Поэтому тут складываются вот так вот отношения особо, что даже в лес вместе ходим. И в лесу у нас Константин Офигеньевич всегда отвечает за кухню. Вот. Он на меня иногда обижается, что я в лесу не готовлю, потому что ему хочется отдохнуть, но он хорошо готовит. Особенно ту еду, которую мы в лесу добываем. Рыбу ловим свежую. Вот. Готовите на костре? По-разному. Когда на костре, в зиморе, на печке. Вот. Бывает в дороге, когда очень много плывем. Допустим, вот мы в экспедициях, когда плывем, бывает нет времени как костер разжечь или дождь, тогда и на плитке, на газу по-разному бывает. Ну вот и все, и в духовку. Так, помещаем в духовку. Помещаем в Да. духовку. Так, теперь мы возвращаемся к нашему самому экзотическому блюду, к тахине. Последний раз мы с вами положили лимон. Точно лимон? Больше Да, ничего не лимон добавили? и соль добавляем. Соль мы добавили. Великолепно. Так, растительное, оливковое масло мы туда с вами положили. А теперь нам нужно положить туда несколько зубчиков чеснока. Мелко-мелко покрошенного, а еще лучше на терке перетертого. Чеснок кладется тоже по вкусу. Его можно класть меньше, больше. У вас образование историческое или юридическое? Ну, первое, самое родное, самое любимое образование – это историческое, конечно. Да, вот очное образование в нашем Якутском госуниверситете – это альма-матер, это все такое родное. Я очень люблю, до сих пор СФУ называю ЕГУ. Мы общаемся со своими друзьями, с историками. Они все сейчас уже стали взрослыми дяденьками, тетеньками. И как-то это все наиболее ярко. У меня вообще 3 образования. Ну, вот это самое такое, которое больше всего отпечаток на личность мою вот, дало. Это Якутский госуниверситет, исторический факультет. Я с детства мечтал стать историком. Уже в 4 классе я был убежден, что я буду заниматься наукой и буду историком. И вот, к сожалению, у меня окончание университета попало на начало 90-х годов. И я только лишь женился, у меня родился ребенок. И, естественно, идти в университет после студенческой стипендии на кафедру аспирантом, то есть тоже там зарплаты совершенно были такие, на которые не проживешь. Поэтому я не стал заниматься наукой, не знаю, хорошо это или плохо, но так вот получилось. Вот. А как Вот историю очень люблю. Как вы пришли к священнослужительству? Вы знаете, на самом деле путь к Богу у каждого человека он довольно такой интимный, личный. Люди по-разному приходят. Почему-то сторонние нецерковные люди убеждены, что люди идут в церковь служить, особенно там, монашество принимать или священником становятся, это когда у них что-то случилось. Даже помните знаменитую рекламу по телевидению, когда парень, по-моему, шоколадка Марса приходит к монастырю, помните, достал, Марс поел, у него настроение поднялось, он бросил этикетку от Марса, развернулся и ушел. Помните, эту рекламу по телевизору одно время показывали? А на самом деле нет. Человек приходит в храм не потому, что он что-то в жизни потерял, а наоборот, потому что он что-то очень сильно и серьезно, и надолго, и глубоко приобрел. Вот. И у меня это движение было всегда связано с поиском смысла жизни. Вот. И пришел момент, когда у меня знакомые решили крестить ребенка. И позвали меня в крестные.
Ну, как правило, в крестные же зовут не тех, кто верит в Бога, а просто там каких-то хороших знакомых, которые могут потом приходить и на праздники дарить подарки. Вот у нас была точно такая же ситуация. Меня позвали в крестные, я пошел в храм узнать, в Никольский храм города Якутска, узнать вообще, как стать крестным, как ребенка покрестить. И нам сказали, надо пойти на гласительные беседы. Я был такой человек дисциплинированный, я пошел на гласительную беседу, я все это прослушал, прочитал то, что мне сказали, надо прочитать. Вот, после крещения у меня пошло какое-то движение. Мы сначала, в душе движение, мы сначала с женой начали заходить в храм несколько раз в год на большие праздники, потом все чаще. И пришел момент, когда я в храм уже начал убегать по несколько раз в неделю с работы. Представляете, я вот тоже, и у меня должность там определенная была, я на работе занят, и мне нужно было каждый раз что-то придумать для того, чтобы идти с работы, чтобы вечером пойти на службу пораньше, или утром на литургию, пойти в рабочее время. Вот. И у меня была очень сильная потребность в молитве, я очень хорошо молился в этот период. Я с радостью большой ходил в храм. Можно ли сказать, что это была некая отдушина? То есть посещение церкви? Да, наверное, нет, потому что у меня не было душной атмосферы в семье, у меня была хорошая работа, у меня замечательно чудная, красивая молодая жена, у меня сын рос, тоже очень, очень замечательный, хороший сын, у меня было много родственников, друзей, то есть мы жили очень такой очень полноценной жизнью, насыщенной, социально обеспеченной, и поэтому у меня не было таких проблем, чтобы я там задыхался где-то в обществе, мне было плохо, скучно, неинтересно. Вот. Но я вдруг почувствовал нечто такое, чего хотелось получить еще больше. Вот. И я взял специальный отпуск в 2004 году. Зимой взял отпуск, зимой легче было съездить в отпуск, и поехал в Оптину пустынь. Прожил в Оптиной пустыне несколько месяцев. Я честно кладу пока, ладно? Да, конечно. Ага, пока. Я уж заслушался вас. Да. Я сам себя заслушался. Но на самом деле я не первый раз эту историю рассказываю. Я в Оптиной пустыне прожил, некоторое время и для себя окончательно, в общем, решил, что делать. И в Оптиной пустыне был тогда очень известный духовник, он сейчас до сих пор известный духовник, отец Илий Ноздрин. Знаете, вот удивительная вещь. У нас, если вы Евангелие читаете, то вы обратите внимание на то, что Христос значительную часть своих проповедей, поучений и вообще разговоров вел за столом. Вот, это очень интересная вещь. На самом деле, при всем при том, что он аскетически жил, за столом велись очень, очень серьезные разговоры, которые судьбы мира потом решили. И я думаю, что вообще, в принципе, и к пище, и к столу нужно относиться так вот, как творчески. И серьезно. То есть не смотреть на это как на некий какой-то грех. Грех это пресыщение, когда мы слишком злоупотребляем. А как вот некий процесс общения. И за столом общение же особенно. Вы обратите внимание, вот в нашей культуре у нас не приживаются шведские столы. Хотя мы приезжаем куда-то там в гостиницы, какие-то санатории, нас заставляют питаться шведским столом. Ну, может, им удобно организовывать так. Но мы все равно приходим, мы ставим, мы садимся за стол, мы разговариваем. Вот. И на дачах у нас, обратите тоже внимание. То есть, если за рубежом, я, может, ошибаюсь, я не жил за границей, так из кино для себя такую картинку представляю. Там люди двигаются по территории, общаются кто с кем-то. Мы все равно, даже если у нас... Мы все равно садимся где-то вокруг... Барбекю жарят. Да, мы садимся вокруг одного места, замыкаемся друг на друге и разговариваем. Это потому, что нам люди интересны. Это Христу люди были интересны. Он замыкал вокруг себя и разговаривали на разные темы. Поэтому готовить еду, кушать, садиться, разговаривать за едой – это очень нормально. В монастырях, знаете, во время трапезы, после службы, всегда читают что-то. Потому что я так думаю, что любое слово, сказанное, наверное, за столом, оно как-то по-другому воспринимается, чем на ходу где-то. И вот в Оптиной пустыне я прожил некоторое время, и меня так, честно говоря, все это зацепило. У меня пошли очень такие серьезные какие-то внутренние изменения. И я вдруг почувствовал, что я без этого не могу. Для меня это все очень важно. А я на тот момент уже так достаточно плотно в храм ходил. Вот, и, естественно, любой молодой мужчина, который в храм приходит и постоянно ходит, он, естественно, автоматически попадает в такие относительные кандидаты на священство. Вот, и у меня было общение со священником, очень известным в России священник, отец Илий Ноздрин. Он сейчас уже старенький, живет в Подмосковье, он был тогда духовником Оптиной пустыни. Я очень боялся к нему идти на эту тему разговаривать.
Ну вот Господь так интересно управил, что меня поставили на послушание в Оптиной пустыне. У меня одно было послушание, я стряпал просворки вместе с дьяконом Элеодором, вот, который, вот, наверное, слышали, он от ковида умер, он такой достаточно тоже известный священник, не священник, священнослужитель, отец Элеодор. Я вместе с ним там на просворе, мы стряпали просворки, очень интересное занятие на самом деле. Отец Элеодор после службы, когда приходил, после ранней литургии, он начинал петь молитвы, мы в это время стряпали, и там был кеннер, он всегда ему подпевал. Кеннер, по-моему, его ждал отца Элеодора, всегда пел. Было очень так интересно. Вот. И меня поставили на второе послушание, я охранял внутренний дворник монашеский, и почти каждый вечер отца Илия провожал его в келью. Ну, не каждый вечер, но довольно часто провожал после служб в его келью. А в это время там со всей России приезжали люди, там, я видел эти толпы там, таких вот людей, которые, может, не совсем понимают, что такое вера, на самом деле, христианство, которые ломали, там, пытались в забор попасть к отцу Юлию, чтобы что-то им предсказал, сказал, благословил на что-то. Вот. Я, конечно, вообще для меня это было дико, как можно себя в монастыре так вести, но такие люди есть. Вот. И они не могли к нему попасть. Я к чему рассказываю, а у меня была возможность с ним общаться так ежедневно фактически. Я очень боялся задавать ему вот этот очень важный вопрос, потому что я как настроился, ну, как он скажет, я так и сделаю. Вот. И уже в один из предпоследних вечеров, когда вот мне буквально через 2 или 3 дня уже нужно было уезжать с Оптиной, мне очень не хотелось уезжать. Я к нему подошел, мы с ним в храме разговаривали после литургии. Он сел на скамеечке, я рядышком присел. Ну и начал рассказывать все свои переживания. Он говорит, что, говорит, ты хочешь в храм пойти служить? Я говорю, да. А у меня была хорошая должность, хорошая зарплата, статус такой социальный хороший. Он меня спрашивает, а как твоя жена на это смотрит? Я говорю, да хорошо, мы вместе в храм ходим, как бы мы рука об руку, в общем, это все движение в жизни у нас вместе. Он говорит, ну, хорошо, иди, благословил меня, перекрестил, чуточки, благословил, они у меня до сих пор хранятся, я их не ношу, боюсь потерять. Вот. Ну и с тех пор вот у меня вот дорожка покатилась уже священническая, такая очень замысловатая. Очень интересная история. Да, очень интересная история. Так, мы чеснок с вами положили. Теперь нужен самый, после тахины, после кунжутной пасты, главный ингредиент – это вода. Это вода. Мы с вами берем воду. Вы простите меня за такую убогую технику, но, честно говоря, наши отечественные вот эти вот миксеры, они работают лучше всех, ну, мощнее, по крайней мере, поэтому вот тахина, паста, она очень густая, и ее нужно, вот таким блендером очень сложно сбить. Кстати, да, я согласен, что вот эти новые иногда греются моторы и так далее. У нас один такой сломался, я специально искал, где найти вот такой вот отечественный, в общем, миксер, для того, чтобы спокойно им потом пользоваться. И взбиваем до однородной массы. Взбиваем до однородной массы. Сейчас мы пока с вами готовим, ребята все проголодаются. Я думаю, что им что угодно, да, и уже будет вкусно, да? Бабагануш точно вам должен понравиться. Вы знаете, что среди арабов очень много православных. Ну, не большая часть, конечно, но православных достаточно много среди арабов. И они очень интересно верят в Бога. Ну, в смысле, они верят точно так же, как мы, но у них интересные внешние реакции. Вот на Пасху арабы свистят, кричат, орут. Я попадал в монастырь Герасима Иорданского на престольный праздник. Это очень известный православный святой, который жил на Иордане. Там сохранился монастырь, вот, очень древний монастырь. И там многие традиции такие, знаете, там вот там время чувствуешь. И я как попал на престольный праздник, там приехал патриарх Иерусалимский, приехали какие-то очень большие чины с Иордании, по-видимому, где-то с Палестины. Там было огромное количество людей, и был крестный ход. Вообще это потрясающе было. Все кричали, свистели, били барабаны. То есть на наши крестные ходы это не похоже. Мы себя в храме ведем по-другому. Мы же стоим в храме чинно, мы молимся, там, кланяемся, стараемся не шуметь, наоборот, там что-то уроним, зашумит, что ли, телефон заиграет, нам неудобно. Арабы кричат, свистят, там вообще просто вот во время праздника они радуются. Вот. Ну, немножко другой менталитет. Так, мы сейчас попробуем, что у нас получилось. Это у нас половина пасты. Так, я другую ложечку возьму, это с солью, ладно? Я другую ложечку сейчас возьму, это ложечка с солью. Так, сейчас попробуем, что у нас получилось.
Ну, можно чеснока немножко добавить, но это не любителя, потому я не буду чеснока больше добавлять. Я вам не дам пробовать, пока не готов. Хорошо, Ладно? конечно, Хорошо? только в конце. Мгм. Финальное блюдо. Причем вот это уже отдельное блюдо. А, Это уже можно использовать. Это можно на хлеб мазать, как пасту добавлять в салат. Это можно заправлять, еще раз говорю, там любые каши, макароны там, и так далее. Можно спокойно это пользоваться, заправлять. Это уже готовое блюдо. Это тахина. Но я еще раз вам повторяю, она долго не хранится. Когда вот в будете таком делать, виде, когда соединяете, да? да, она долго не хранится. То есть в голом виде, если можно так выразиться, без всяких заправок, тахина хранится очень долго. Месяцами с ней ничего не будет. А это вещь надо за неделю съедать. Мы сейчас убираем, ждем, пока у нас запечется наш замечательный баклажан. И у меня, наверное, вопрос по вашим увлечениям, по хобби. Ну, я так понял из разговора, что вы любите природу, лес, рыбалку. Вы знаете, у меня очень старинная сибирская семья. Мы в Сибири очень давно живем. Даже вот сложно представить, но наша фамилия появилась в Сибири, в Красноярском крае в начале 17 века. Я в свое время, года 3 тому назад, нашел родовую деревню, ездил туда, смотрел. К сожалению, умершая практически деревня. Вот так печально было. Я с таким плохим настроением оттуда уехал. Там была такая большая, крупная русская деревня с таким странным названием Кызыл-Попович. Кызыл-Попович, да, это такой киргиз какой-то. Я так и не смог перевести правильно это название. Вот оттуда вот как раз были мои предки, которые переехали в Якутию во время коллективизации. Бабушка с дедушкой были такие люди зажиточные, причем они заработали своим трудом. То есть они, женившись, не имели ничего, батрачили. Не батрачили, а, как сказать, ну, может, батрачили. Это, наверное, типа того, что как у нас сейчас на заездке люди ездят, на вахты. То есть интенсивно работали. Ну, у них был хороший дом, 5 стенок, несколько лошадей, несколько коров. Овцы, там живность какая-то была. Ну, естественно, не попали в категорию кулаков. И дед, не будучи глупым человеком, собрался и уехал туда, распродал все по дешевке и уехал. Они первую зиму уехали на Байкал, зимовали на Байкале, шишку били семьей. Кедровую шишку продавали, чтобы выжить. И тетя, которая старше моей мамы, она все это еще помнила. Моя мама чуть позже родилась. Она рассказывала о том, что в тот год, когда они перебрались на Байкал, это, наверное, год 29-й, 30-й был, очень рано морозы ударили. И вымерло очень много людей, потому что не было домов, в шалашах жили, в землянках. Кто покрепче сделал, тот еще без печки был, кто-то без печки, по-разному. И от того, что погода вот так резко похолодала, снег резко рано очень выпал, то есть медведи не успели берлоги залечь. И медведи приходили вот в их поселок и таскали людей. Тут у меня воспоминания с детства, вот рассказы тети. Ну, не знаю, стоит, не стоит такие страшные истории рассказать за столом, но вот таким образом дед потом собрался, они сели на баржу, доплыли до Якутска, и в Якутске вот он расположился, и вот уже без малого 100 лет наша семья живет в Якутии. Поэтому я, естественно, у меня это в крови, я, естественно, очень люблю Якутию, очень люблю тайгу. Кстати, Лена очень похожа на Енисей. Вообще по всей своей природе, все картинки, енисейские, они очень похожи на ленские. Природа, лес, река, рыбалка, рыба, все это очень похоже. И я, естественно, это до мозга костей люблю. Я из любой точки мира приезжаю, или страны, сюда, обратно в Ленск, на Лену смотрю, я понимаю, никуда уезжать не хочу. Потому что мне без тайги будет тяжеловато. Мне это все мое родное такое вот. Рыбалка нам священникам охотиться нельзя, а рыбачить я рыбачу с большим удовольствием. Большим удовольствием рыбачу. То есть можно, как раз у меня был такой вопрос, что вам нравится, больше всего любите в Ленске? Больше всего, что люблю? Да нет, я, наверное, больше всего люблю общаться с людьми, наверное. Природа, наверное, уже на втором месте. Но, знаете, да и на природе там, наверное, главная составляющая вообще удовольствия на природе – это товарищ, с которым ты поехал. Потому что одному будет уже не так, нет, 100%. Я пробовал один, это совсем не так. Могу подтвердить. Да, поэтому общение с людьми, наверное, это одно из самых, наверное, таких вот и приятных, и интересных, и таких нужных вещей вообще в жизни любого человека, общение с людьми. По набережной идешь, у нас здесь замечательная набережная. Кстати, у нас самая красивая набережная, по крайней мере, в Восточной Сибири, это точно. У нас очень красивая набережная в Ленске. Кстати, знаете, какая самая длинная улица в Восточной Сибири? С названием. Улица Набережная.
она есть практически в каждом населенном пункте, начиная там с верховьев Лены, заканчивая там низовьями. Практически в каждом городе, поселке есть улица Набережная. Самая длинная. Вот. Только там не сквозная нумерация, к сожалению, да? Ну, Вот. А так с одной стороны. самая длинная улица. Да. И вот по набережной идешь, бывает, и в Подряснике там гуляешь, там, или один, или с супругой летом, и раз смотришь, парней пиво прячут. Ну, значит, им неудобно. Это хорошо, когда чику бывает неудобно. Значит, в нем что-то есть такое хорошее. Девчонки юбки бывает отдергивают, где-то сидят. Раз увидят священника, начинают отдергивать юбки или сигареты прячут. Вот, значит, у этих людей какие-то процессы хорошие идут в душе. Друзья, наше блюдо практически готово. Сейчас мы перейдем к сервировке. Наша рыба и баклажан запеченные появляются на нашем столе. Так, я заберу свою половину. Хорошо, скажите, я слышал про экспедиции, которые вы проводите совместно со школьниками. Можете про это немножко рассказать? С удовольствием. Я вам расскажу про экспедиции, потому что, наверное, такое одно из самых замечательных мероприятий, которые мы проводим последние годы у нас на приходе. Я просто немножко сейчас к баклажану вернусь. Мы сейчас с вами готовим в зимнее время, поэтому я баклажан запекал в духовке. Вообще еще было бы здорово запекать на костре. У него немножко другой вкус получается. Ну, я думаю, все, что на костре приготовлено, конечно, да. свой Сейчас самое сложное будет его почистить, он прям горячий, прям только-только из печки. То есть это как-то может показать нашим зрителям, наверное, да? Да. Ну, показать. Здесь ничего такого сложного нет, кроме того, что у меня будет пальцы обжигаться, и я буду так немножко отдергиваться. Вот. То есть мы снимаем кожуру полностью? Кожуру снимаем, да, полностью мы. Только мы его вытащили. Вот, он должен быть очень мягким, таким, знаете, как вот вообще просто совершенно пропеченным. Ну, получается, он столько же, сколько пеклась рыба, столько же. Да, столько. Ну, здесь, в принципе, он не испортится, здесь его не пережаришь, поэтому здесь я не переживал. Вот. Ну, вот про наши экспедиции. Мы уже 11 лет занимаемся краеведческой работой с нашими школьниками. В свое время у нас встал вопрос о том, как вообще с детьми общаться так, чтобы им, во-первых, было интересно, и интересно было не развлекательно. Сейчас же вот вы обратили внимание, в педагогике самое главное условие. Давайте переключимся на рыбу. Еще великолепно красивая рыба. Вот. И перед нами стал вопрос. У нас на приходе много учителей. Сам я по образованию же историк, учитель истории в том числе. У нас стал вопрос, а как вот с детьми общаться так, чтобы одновременно было полезно для них и интересно. То есть педагогический процесс был такой как бы и результативный, и интересный. И хотелось с детьми неформально общаться. А я в свое время в юности занимался походами. Походы, в экспедиции ходил, еще будучи школьником в Якутске. Мы стали организовывать краеведческие походы. Сначала самые простенькие по Ленскому району. Мы уезжали в те места, где были какие-то остатки храмов или брошенные храмы, изучали их, откапывали, что-то ремонтировали, собирали сведения, опрашивали людей. У нас получилось очень интересные краеведческие работы. Очень интересные краеведческие работы. Причем профессиональный ученый таким заниматься не будет. Для него это как бы не слишком интересно профессионально. А дети писали у нас замечательные краеведческие работы, которые побеждали в том числе на разных конкурсах известных и в Якутии, и на Дальнем Востоке. И даже мы входили в финал одного из конкурсов всероссийских. И потом наш проект разрастался, и как-то нам пришла идея написать проект «Храм определения». И вот мы в течение 4 лет проплывали реку Лену участками, частями, потому что проплыть ее можно, в принципе, за одно лето. Но мы высаживались в деревнях и собирали сведения о храмах, которые были вдоль русла Лены. То есть в тех населенных пунктах, которые стояли, собственно, на русле Лены. И вот начали эту экспедицию мы с поселка Бирюльки. Там, по карте посмотрите, это практически самая верховня Лены. Там уже на лодке невозможно
можно плыть. Мы с Бирюлика уезжали до Качуга на автобусе, а уже в Качуге спускали лодки и отплывали. И вот на этих лодках мы за 4 года участками Лену исследовали до Тикси, останавливались в каждой деревне, самой маленькой деревне, брошенные деревни. Да, брошенные деревни, отсутствующие деревни. Мы везде останавливались, искали остатки храмов или сами, собственно, храмы, которые там сохранялись. Ну и собирали сведения. У нас появился огромный такой краеведческий материал, очень интересный, который мы сейчас вот пытаемся оформить и издать в виде отдельной книги «Храм определения». Будет как энциклопедия с фотографиями. А в экспедициях у нас было в среднем вот где-то от 12 до 22 детей, в зависимости от того, как нам удавалось ее организовывать. И за это время у нас прошло в экспедициях такое большое количество детей, наверное, больше, наверное, больше 200 человек, наверное, за эти годы прошло. Вот у нас такая интересная экспедиционная деятельность. Мы ее проводим под эгидой замечательной совершенно организации Русское географическое общество. Я сам являюсь членом Русского географического общества. У нас самые активисты на нашей экспедиции тоже члены Русского географического общества. Вот. У нас в Якутии отделение очень активное, там очень живые руководители и члены нашего общества географического очень активные, такие какие-то с идеями, постоянно что-то придумают, им скучно сидеть, какие-то. Да, да. Поэтому у нас отличная эта организация, и вот мы под эгидой Русского географического общества осуществляем такие походы интересные. И вы знаете, там большая педагогическая польза. Потому что дети, даже выросшие в такой вроде небольшом населенном пункте, как Ленск, они, оказывается, настолько не приспособлены к самостоятельной жизни. Парни не умеют нормально там дров нарубить, девчонки не умеют где-то там... Хороший опыт получается. Очень хороший опыт. Самое главное, вы знаете, они вместе с нами расслабляются. Расслабляются в том плане, что они себе не позволяют себя вести так вот расслабленно с родителями или педагогами в школе, или даже в кружках где-то. А с нами, находясь, представьте, месяц, они находятся с нами в одной палатке живем, в одной лодке плывем, они, естественно, начинают себя раскрывать такими, какие они есть. Естественно, начинает обычно начало экспедиции, это из детей вылезает что-то нехорошее, кто-то матерится, кто-то еще что-то делает. И идет процесс вот такой взаимного общения с детьми и вот передача взрослого опыта этим детям. И он такой, передача ненавязчивая. Потому что мы все в сложных экстремальных условиях, мы все должны другу помогать. То есть мы одна команда, то есть там нет такого, что вот мы взрослые, вы там построились по стойке смирно. То есть и дети у нас очень здорово меняются, на самом деле. Отлично. Очень здорово меняется. Обмен опытом в то же время. Да, обмен опытом совершенно верно. Сейчас мы сейчас мы с вами будем перемешивать баклажан, да, в пасту. Так, все, готово. Знаете, я арабов учил якутскому языку. У нас арабы, у них очень такая глубокая культура торговли. Не любит торговаться на рынке. То есть араб, с которым вы торгуетесь, деньги даете, он вам, конечно, возьмет деньги, но будет к вам относиться с таким вот, как бы, немножко с пренебрежением за то, что вы не торгуетесь. Они очень любят торговаться. И я, зная это, как-то один раз попал в историю. Я сделал вид, что мне заинтересовало в одном магазине, там церковное утро, разные кадилы там, и так далее. Костя, по-моему, мы с тобой были, да, тогда в эту поездку? И вот, когда я ничего не купил, этот продавец обвешался всякими кадилами, захватил подмышки, всякие вещи. Такой, знаете, передвижной магазин целый был. Бежал за мной по улице этого Вифлеема и кричал там «Падре, падре, падре, стоп, стоп, падре». Я забежал к нему в автобус, настал большой автобус, типа не Карус, ну, типа такой вот, не помню, какого производства он был. Он забежал в автобус за мной, давай кричать «Падре, падре». Я говорю «Ну, падре, батюшка, 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 окей». Я говорю «Ну, окей». Я говорю «Учугей». Он говорит «Батюшка, учугей». И вот с тех пор вот этот араб до сих пор говорит «Учугей», когда наших видит там вот. Хорошо запомнил. Да. То есть он бросил магазин и побежал за вами. Да. Но я в конце концов купил это кадило. Оно у меня есть в храме, в алтаре. Мне было уже неудобно. Они, по-видимому, на это рассчитывали. Да. Мне было уже неудобно. Так, мы с вами венчик убрали. Так, да. Мы с вами брали венчик. Так. Вы обратили внимание, что под конец мы с вами молчим? Наговорились уже, да?
Нет, нет. Нет. Просто шумит А, миксер. шумит сильно. Миксер, да. Понятно. Мгм. Понятно. 7 минут Так, осталось? 7 минут. Мы сейчас попробуем. А, мы успеем. 7 минут само то. М. Вкусно? Как сервируется Вкусно. это блюдо? Так, пока мы с вами разговаривали, ну, рис у нас уже сварился. Мгм. Так, давайте сюда. Мы берем рис. Рис у нас получился. А паста идет к рису рассыпчатому. Нужно делать рис не размазню, да, а такой был, чтобы он рассыпчатый был. Мгм. Так, В рис мы с вами кладем вот сюда сбоку пасты, паста. баба гануша. Выглядит супер уже аппетитно. Немножко на стол капнем. Вы будете мешать в той концентрации, в которой вам хочется, то есть будете подбирать рис. Так, это моя тарелочка. Блюдо абсолютно постное, можно Великим постом, по праздникам. Вообще вот брусника, по-моему, придает очень такую пикантность любому блюду. А мы сейчас попробуем. Мгм. Мы сейчас с вами попробуем. Это, кстати, блюдо воплощает понимание единства человечества. Эти Мгм. арабы, Китай, Кстати, наша Сибирь. Да. Я сейчас сделаю вот таким образом. Можно сделать теперь это. вот так сделаем. Это можно так вот намазать. Это очень будет вкусно. Это очень будет вкусно. И полезно. Ну, давайте. Кстати, для меня это сегодня вот открытие вот эта паста. То есть, наверное, будет... Сейчас я весь в предвкушении, то есть узнать вкус Да. Ну, давайте попробуем. новый для себя. Друзья, ну что, тот самый момент, который мы ждали, мы приготовили блюдо, отец Анатолий, его друг Константин, и сейчас тот самый момент, когда я попробую, и, наверное, мы все, конечно, обязательно попробуем, и для меня самый интерес вызывает, конечно, если я знаю, как на вкус брусника, какая на вкус рыба, рис, то вот паста, которая здесь, да, это, можно сказать, для меня сейчас пик ожидания. Ну что, давайте не будем томить друг друга. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Как получилось? Мгм. М, Это вы сейчас тахины намазали. Здесь, Да. здесь немножко другая будет. Это очень другое. Она будет более Слушайте, сливочного тахина. вкуса. Ну, ее тоже сейчас Серьезно, полюбите. Новый вкус для меня. Вы Да. попадете, да, в любителя арабской кухни. Мне кажется, рис надо немножко подсолить, да? Ну, это же по вкусу. Не, мне нравится. Ну, о чем мы говорим? Мне кажется, арабская кухня с нашей сибирской, с якутской великолепно совмещается. Вообще, Да. как будто вот прямо все друг друга как-то Я так дополняет. подозреваю, что мы вообще изобретатели вообще нового блюда стали. Кстати. Да. Кстати, новое блюдо, да. Потому что вряд ли кто так это рыбу делал с бабаганушем. Так, как говорит Петр Цепандин, время у нас не резиновое. Я сейчас ушел весь в процесс еды. Спасибо вам большое, потому что я вам когда бы еще это поел. Спасибо вам, отец Анатолий, Константин, вам огромное спасибо. Но на самом деле, как бы простое, во-первых, вкусное и плюс новое. То есть для меня это просто открытие. Вот эта паста, обязательно ее попробую. Вам хотелось бы пожелать успехов в вашей деятельности, просветительской деятельности в работе. И, дорогие друзья, обязательно попробуйте такое блюдо приготовить. И я думаю, что вам оно понравится. С вами был проект «Просто вкусно» на телеканале Якутия 24.